Возрождение культуры, удивительные работы на каждом шагу. Здесь представлены произведения лучших выпускниц курса «Сесарицей». Раяна Гамботова отныне смело может называть себя мастерицей. В свои 14 лет она уже научилась челночному плетению. Нет, вообще не было сложно. Меня научила Асет Гизгиревна. У нее очень большой опыт. Эту работу я сделала за неделю. Никаких трудностей не заняло. Она меня научила много чему. Я буду эту традицию, эту нашу культуру буду нести дальше и дальше. И буду учить тех, которые будут нести эту культуру. В течение 10 дней они проходили курсы, чтобы овладеть редкими на сегодняшний день навыками валяния шерсти, челночного плетения, художественной вышивки и даже старинного золотного шитья. Первый фестиваль искусств Ассоциации мастеров войлочного ковроделия «Истин» под названием «Пхали», то есть мастерская, своего рода площадка, где выпускники презентуют свои лучшие работы. В рамках проекта «Сесарицей», по которому мы обучали девочек плетению традиционному, обучали девочек золотному шитью, валянию, и нам надо было представить их дипломные работы, стимулировать как бы у них желание дальше участвовать, показать им первую выставку, это как бы их первая выставка, ну и, естественно, познакомить их с другими мастерами декоративно-прикладного искусства. Мы поэтому здесь их всех в одном помещении собрали. Пусть они обмениваются идеями, вдохновляются друг другом, и они как бы начинают свой путь, наши новые прикладники, и начали они его очень достойно, очень шикарные работы представили в качестве дипломных, а некоторые даже по 2, по 3 работы представили. Это невероятный труд, потому что времени у них было очень мало. В фестивале принимают участие не только мастера ковроделия, но и представители других сфер – музыки, литературы, живописи, скульптуры и моды. Свои уникальные произведения ручной работы представили местные мастера и рукодельницы. К примеру, несколько десятилетий назад примерно так выглядели многие ингушские дома. К примеру, вот эту работу сделали из картона, скотча и красок. Мастера на все руки собрались на одной площадке. Некоторые работы, которые представлены на фестивале, создавались годами. عوية حقي غالي جونا أرغابي أزحم جوش داخل خوني إز إيلو جواشا بيلا بوغبير خل بوغبير تشوف صوخة يخا بوغبير يربا باتر أز بول بيشخان دسا قوزلا ما إز تاكيز دكتور تجدين دا أستا. Свою первую презентацию на фестивале представили и юные участницы, учащиеся 4-й Троицкой школы, подготовили к этому мероприятию головные уборы из шерсти. Это мой первый фазик. Я его сделала у Лейлы Магомедовны. Она мне помогала. Мне очень нравится своя первая работа. Как долго ты делала эту работу? 4 дня. Сложно было? Не так уж, нормально. Первый раз мне было сложно, но мне Лейла Магомедовна помогала. Ну, вначале я ее делала 2 дня. Ну, мне она очень нравится. Я сделала точно такую же для своего папы. Фестиваль организован при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Самая главная цель – заинтересовать молодежь в творчестве, сохранить, передать и пронести древние ингушские техники от поколения к поколению через века. Лучших выпускниц курсов «Сесарицей» наградили сертификатами и дипломами. Они своим старанием и упорством не только помогут сохранить древнее ингушское ремесло, но и смогут реализовывать свои изделия ручной работы. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24.